Добрый день, уважаемые зрители нашего подкаста. Мы снимаем этот эпизод 2 января и с долгожданным гостем Александром Алексеевичем Потоцким. Вы его очень долгое время просили. Из-за сложного рабочего графика не сразу, конечно же, это удалось. Но, как видите, мы специально пришли в школу 2 января, чтобы встретиться с вами уже 5 числа. Здравствуйте всем, с Новым годом. Это первый выпуск в этом году. И остальные тоже обещают быть интересными и веселыми. Здравствуйте, и хочу поздравить весь коллектив Ластомерской гимназии и всех учеников, а также их родителей, а также всех их зверюшек с наступившим Новым годом. Счастья, здоровья всем. Ну, давайте тогда с такого разминочного вопроса вам. Вот для вас вообще Новый год — это важный праздник? Для меня вообще праздники не очень важны. Да вы что? Даже день рождения? Даже день рождения. А откуда такое отношение к этому всему? Уже достаточно старый человек, поэтому много праздников пережил, много дней рождения пережил, и как-то не вижу в этом особого смысла. Какие-то очередные вехи, даты. Для отчета времени, да, это хорошо. То есть ты можешь по дням рождения или наступлением, допустим, каких-то сезонов года, например, зимы, отмерять прошел год. Это да. Праздники нужны для того, чтобы было понятно, как течет время. То есть очень такой функциональный подход ко всему этому. Хорошо, тогда давайте начнем со следующего. И вот мы опять же с вами очень долго знакомы. В каком году вы пришли в нашу школу? 8 лет назад где-то. 8 лет назад. То есть вот получается, что вы пришли и сразу же нам дали, вам дали наш класс, тогдашний, наверное, получается 7-й, 8-й С. И вы были тем учителем, который был в рамках предмета биологии и, в принципе, в рамках широкого спектра предметов, человеком, который вообще не вписывался вот в этот типичный стандартный образ учителя, который сказал, вот это делаем, домашка, сям, там, то есть какой-то стереотипный образ, вы в него не вписывались. Вот расскажите, пожалуйста, был ли у вас опыт преподавания до нашей школы? Как это, возможно, выглядело? В школе я не преподавал, хотя проходил практику, то есть у меня в дипломе записано, кроме всего прочего, и преподаватель еще и биологии и химии в средней школе. А я много, конечно, преподавал маленьким группам, то есть меня часто нанимали в репетиторство, то есть подготовить учеников к поступлению в вузы. Кроме того, я год вел клуб маленьких ученых в Музее природы. Кроме того, у меня самого 4 детей, мы часто ездили в лес, в походы ходили. То есть там тоже что-то рассказываешь, что-то показываешь. Ну, оттуда опыт. Кроме того, ездил много в экспедиции, плюс накопил, значит, много знаний, опыт. И, соответственно, решил прийти в школу. 8 лет назад написал письмо Андрею Канте, так и так. Он меня сразу же пригласил на следующий день на собеседование. Тут же сказал, что беру. И, соответственно, я начал преподавать сначала биологию и химию, а теперь вот только биологию и природоведение. Ну вот я думаю, что каждый ваш ученик знает, что вы ездите в различные экспедиции, что вы занимаетесь также научной деятельностью, пишете статьи, как в научно-популярных журналах, так и в академической литературе. И вот расскажите о своем образовании, где вы учились и где вы получали свой альма-матер. В средней школе учился в Мустоме, в 53-й школе, 10 классов закончил. Тогда это было 10 классов, не 12, как сейчас. А затем поступил в Тартовский университет на биологический факультет. Учился там 5 лет, написал дипломную работу. И проходили, значит, мы практику в школе, и что-то мне это дело не очень понравилось. И я решил, что тогда же было как? Были направления. То есть сначала государственный заказ надо было выполнить. И в основном эти направления были в школы преподавателя. Я нашел себе уже на 4-м курсе, будучи место работы, пришел туда, познакомился, объяснил, чем я занимаюсь, чем бы я хотел заниматься. Они сказали, да, мы вас ждем, через год приходите. И таким образом я себе нашел место работы, и таким образом я уже не попадал под распределение государственное. А получилось так, что меня после университета забрали на 2 года в армию, поэтому они ждали меня, собственно, 3 года, то есть после университета. И я ездил по всей Эстонии, работал в санэпидемстанции республиканской и изучал заболевания, передающиеся членистоногими, обитающими, то есть заболевания, которые развиваются в природе, но переходят на человека или могут перейти на человека. Ну, у нас это самые классические примеры, это клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит.
Вот изучал тех членистоногих, которые их переносят, а также комаров, клещей, блох, то есть всех тех кровососущих, которые могут заражать человека. Очень такой хороший у вас послужной список. И тогда давайте перейдем к следующей, наверное, самой такой актуальной теме, которая интереснее всего будет для людей, которые не являются вашими учениками, а даже для тех, кто является учениками, послушать про ваши научные экспедиции. Давайте начнем с того, в каких странах экзотических для нашего обывателя вы побывали. Ну, тогда можно сказать, где я не побывал. Я не бывал в Австралии и в Антарктиде. На остальных материках я на всех был, и там, конечно, много экзотических стран. Но я выбираю страны для поездок не по экзотике, а все-таки вы правильно сказали, что мы занимаемся научной деятельностью, то есть кроме научно-популярных статей у нас есть и научные статьи. И, соответственно, мы изучаем определенные группы насекомых и ездим в те регионы, которые или мало изучены, или где большое биоразнообразие, которые являются такими заповедными уголками, где очень большое количество разных видов растений и животных находится на небольшом участке суши. И которые мало изучены, конечно, тоже. Например, пустыни, высокогорья. То есть я очень много ездил по всем пустыням мира, по горам мира, именно потому, что они мало изучены. И, конечно, наши результаты нашей работы, они публикуются. То есть у меня есть десятки в соавторстве, конечно, значит, статей. Если вы даже здесь посмотрите, авторов очень много, причем это международный коллектив. То есть здесь и немцы, и израильтяне, и россияне, и финны, то есть со всего земного шара. То есть потому что специалистов мало по определенным группам. И, соответственно, мы знаем этих всех специалистов по всему земному шару, контактируем с ними и, соответственно, делаем работы. И, конечно, достаточно много я написал научно-популярных статей в журналах. Ну, в основном Estilodus, в финском журнале Bacteria, GoRaziakeri и так далее. Чтобы все могли прекрасно узнать, где почитать, да, ваши научно-популярные статьи. Но у нас также есть же эстонская научная база данных, система ETIS, в которой можно забить ваше имя, и там как раз-таки будут указаны как все научные публикации, так и научно-популярные. Мы, наверное, оставим ссылку обязательно на ваш CV в этой эстонской базе данных, чтобы каждый наш читатель мог ознакомиться, где вы публикуетесь и что вы публикуете. Там показано все, где я и работал, какие выставки проводил, и куда я ездил, экспедиции. То есть, да, все публикации, конечно. И там даже по публикациям можно посмотреть, насколько эта публикация имеет научную ценность. То есть, чем выше ее коэффициент, ближе к единице, тем выше, значит, значимость этой публикации. То есть, 1,1 это самый высокий коэффициент, ну и потом уже ниже, это уже там научно-популярные статьи. А что касается поездок, то ну, конечно, для меня особое место – это Африка. Я, когда был школьником, мой папа был моряком дальнего плавания и ходил в основном в африканские страны. Западная Европа и Африка, как западное побережье, так и восточное. И когда он приезжал, он рассказывал. Для меня это все было ново. В советское время, мы знаем, путешествовать за границу практически было невозможно. Путешествовали в основном по Союзу. А он, значит, посещал и Западную Европу, и Америку, и Африку, и привозил мне очень много разных сувениров. Но не какие-то просто сувениры из магазина, а типа кораллы, там, жука, бабочку и так далее. И они меня всегда поражали своими и размерами, и экзотикой, и цветами. Ну, и так я заинтересовался. То есть я уже, собственно, в 6 классе знал, что я буду биологом. Это так. То есть все пошло прям с раннего детства. Да. Вот на самом деле я вот присоединюсь, у меня тоже семья очень тесно связана с морем. Там больше половины всех моих родственников связано либо с спортом, либо с прям прямым плаванием. И вот у меня прадедушка, он привозил тоже с Африки вот такие вот огромные ракушки, кораллы в том числе. И я думаю, сейчас бы это, во-первых, их гораздо меньше, а во-вторых, это то, что их бы просто бы не разрешили бы по различным законам провозить как какую-то культурную, ну, природную ценность, да? Да, так и есть. То есть мы, когда ездим в экспедиции, мы же не просто так, типа, решили, собрались, поехали туда. Мы готовим, значит, в первую очередь разрешение, ищем контакты. Очень мало сейчас мест на земном шаре, которые были бы не тронуты человеком. В основном это заповедные зоны. Следовательно, тебе нужно разрешение в заповеднике. Тебе должно быть, обязательно разрешение должно быть на лов, а затем еще разрешение на вывоз. То есть все это мы оформляем, потому что действительно, чем дальше,
тем сложнее вывозить любой биологический материал или перевозить просто даже из-за границы. Поэтому то, что привозил отец в свое время, ракушки, там морские звезды, жуки, то есть сейчас это можно провозить только по специальным разрешениям, или ты можешь попасть в тюрьму и заплатить штраф из конфискации, конечно же, того, что ты наловил. Потому что это будет контрабанда. Это будет контрабанда. Да. Поэтому не ходите, дети, в Африку гулять. Ходите, только ходите правильно. А вот что чаще всего вы делаете в экспедиции? Ну, у нас рутина. Дело в том, что я езжу и очень строго подбираю людей в эти команды. То есть я езжу только с теми людьми, которых я знаю, с которыми я ездил. И что значит я знаю? Я должен знать, как эти люди поведут, и как они должны знать, как я себя поведу в экстремальной ситуации. Дело в том, что там же постоянно экспромт. Мы же не ездим по городам, как вот ездят обычные туристы, у них там экскурсовод, у них там здесь гостиница сегодня, потом автобус перевозит тебя туда. У нас такого нету. То есть у нас мы бронируем сразу же в аэропорту машину, и мы все время экспедиции ездим по своим собственным маршрутам, и очень много мы определяем и места лова, и куда ехать на месте. Хотя, в принципе, у нас, конечно, маршрут прорабатывается заранее, но в общих чертах. А все же на месте видишь, где можно поехать, куда можно поехать. Если это новая страна, там могут быть определенные условия. Например, есть страны, где полицейские просто требуют от тебя прямо в полный голос взятку. У вас такое происходило? Конечно. То есть ты должен знать эти все моменты, где есть опасность, например, нападения, ограбления и так далее. Ну, опять же, опыт подсказывает, что и в центре, в старом городе Таллина можно быть ограбленным. Все зависит от того, как ты себя ведешь. И поэтому я езжу с командой уже около 20 лет. Это люди, с которыми мы каждый год ездим по нескольку раз. И в основном это финны. Это финны, то есть я 20 лет езжу с финнами. И мы публикуем статьи, мы собираем коллекции, именно в основном с финнами. И контактирую я больше всего с ними. Хотя, в принципе, с эстонскими энтомологами я тоже контактирую, потому что я являюсь еще председателем, членом правления и председателем правления общества лепидоптерологов Эстонии. Уже, не соврать бы, 26 лет. Давайте поясним для наших слушателей, что это, получается, научные специалисты, которые конкретно фокусируются на изучении бабочек. Да, то есть это группа, значит, энтомологов, это опять же тех ученых, которые занимаются изучением насекомых, которые специализируются на изучении бабочек. Лепидоптерология — это от слова лепидоптера, означает бабочка, и лепидоптер — это означает крыло, покрытое чешуей. Если вы посмотрите под микроскопом, то видно, как черепица крыши, и чтобы вода стекала. Поэтому, например, многие бабочки, они даже не боятся воды, просто капли воды стекают в крыла. Поэтому экспедиция — это всегда длительная подготовка, поэтому сейчас я стал меньше ездить, потому что с каждым годом усложняются условия поездки, усложняются условия получения вот этих разрешений, и поэтому мы, чтобы не быть контрабандистами, мы просто стали меньше ездить из-за этого. Хотя готовимся, а куда — не скажу. Вот какая самая запоминающаяся экспедиция у вас была? Таких экспедиций много, как я сказал, Африка, Латинская Америка, Северная Америка, потому что мы бывали в таких регионах, куда обычный человек, даже турист не попадает, например, Долина Смерти, Area 51, то есть Гранд Каньон, в горах, в Андах, в центральноазиатских горах, в пустынях. Самая, например, сухая пустыня Атакама в Аргентине. Вот там мы были, на границе Перу и Аргентины. Очень много бывали в пустынях Африки. Ну, самый запоминающийся, может быть, Калахари. Бывали на грандиозном водопаде Виктория в Замбии. На вертолете облетали. Есть фотографии у меня прямо с воздуха сфотографированы. На каноэ спускался по реке Замбези между Замбией и Зимбабве. Все это запоминается. Южная Африка, нырял с белыми акулами в Атлантическом океане. Я в клетке, они снаружи. Ну вот я может быть, буду задавать какие-то глупые вопросы. Я очень люблю политическую географию, а вот именно природную географию я вот очень плохо запомнил с основной школы. И вот было бы интересно спросить. Вот вы говорите то, что вы изучаете бабочек, но при этом вы очень много были в пустынях. Вот я думаю, что у меня, как и у большинства наших слушателей, представление о пустыне, что это там максимум скорпион и, возможно, перекати поле с оазисом и верблюдами. Неужели в Африке бывают бабочки? Вот это и есть
то, из чего мы исходим. То есть мы исходим из того, что ездим по тем регионам, по тем биотопам, которые мало изучены. И большинство людей так и, в принципе, и думает, что в пустынях, а если там есть скорпионы, а как они там живут? А чем они питаются? Они питаются насекомыми. А чем питаются насекомыми? Они питаются растениями. А какими растениями? Есть растения, которые приспособлены к жизни в засушливых регионах, в той же пустыне. И поэтому там есть и влага, там есть и насекомые. А так как их меньше всего изучают, потому мы туда в основном и ездим. И да, мы практически из каждой экспедиции привозим новые виды, неизвестные для науки, и потом их описываем. То есть у меня их десятки таких видов, где я в соавторстве с другими учеными, значит, описывали новые виды не только бабочек, но и других насекомых. И пустыня, например, там и влаги очень много в самом деле, потому что в воздухе всегда есть пары воды. Да, их там меньше, конечно, в засушливом климате, но разница температур. Происходит конденсат, образование конденсата, то есть при разнице температуры днем и ночью образуются капельки росы. И, соответственно, насекомые и растения получают эту воду. И, например, если ты ночуешь в пустыне, а я всегда предпочитаю ночевать в поездках в палатке. То есть мои коллеги, вот финны, они более такие, ну, скажем, городские, да я тоже, конечно, городской житель, но они вот в палатке не очень любят жить. Они там спят в машине, раскладываются там или сиденье, или в багажнике, или еще каким-то образом, а я в палатке. И в пустыне, даже в самой жаркой пустыне, Калахари, Атакаме, ты можешь проснуться ночью от холода. И вот эта разница температуры, она как бы образует этот конденсат, которым, собственно, и могут получать воду и насекомые, и растения. Поэтому это неправильное впечатление. И, кстати, верблюдов мы в пустынях видели очень мало. Больше всего, вообще-то, верблюдов это в Австралии. Если брать по численности, туда завезли когда-то, они там одичали, и их там, ну, просто громадные стада бегает. А вот недавно я видел верблюдов диких, да, это в Йемене, на Сокотре, вот я полтора года назад был там, тоже пустыня, и там верблюды есть. Ну, верблюды мы знаем, есть двух видов, есть одногорбые, двугорбые, ну, они все приспособлены, да, к жизни в пустыне. Но им тоже нужна вода, им тоже нужно пропитание, и они ее находят. Кстати, вчера я просмотрел фильм Лоренс Аравийский, как раз тоже как английский, ну, то ли шпион, то ли, значит, потом он уже стал вроде как бы даже руководителем арабского восстания 16-18 года. То есть они тоже путешествовали по пустыне. Было очень интересно посмотреть, как вот это... Ну, конечно, этот фильм видел и раньше, но всегда смотришь какие-то, находишь детали. Вот я недавно посмотрел, например, фильм «Интерстеллар», опять же под каким-то новым углом ты его видишь. И я вообще люблю, вот ты спросил у меня вначале, что для меня праздники. В основном это у меня связано с просмотром старых фильмов и прочитыванием книг, которые я хотел бы прочитать, но нету времени прочитать в течение учебного года. Вот вы прям идеально вписываетесь в нашу категорию блиц-вопросов под конец. Я думаю, так как вы нам перед записью сказали то, что вы прослушали все наши программы, поэтому я думаю, что у вас уже есть какой-то намеченные ответы на наши предстоящие вопросы. Но давайте вернемся к теме экспедиции, потому что это все-таки такое, ну прям, ну опять же, то, что люди видят в сказках, видят в научных, там опять же, в новостных заголовках, там ученые, британские ученые, вот это клише. А вот расскажите, какие вот опасные ситуации у вас происходили? Ну, опасных ситуаций случается множество. Тут даже сразу так и не выковыришь из памяти что-то такое особенное, потому что и в горах, и в пустынях, и какие-то аварии, и падения, и переворачивания, например, тех же каноэ в водопаде, например. То есть приключения бывают разные, но, как видите, я жив, здоров. То есть главное вовремя ориентироваться и, конечно, не попадать в эти ситуации. То есть понятно, что мы не можем предвидеть и предугадать все ситуации, но многие вещи мы можем все-таки продумать и избегать каких-то опасностей. Но, конечно, мы бывали, например, даже и в гетто, то есть мы заезжали специально, например, в Южной Африке. Ну, понятно, что там тоже свои правила, не останавливаться, окна в машине закрыты и так далее. То есть во многих странах, например, даже на перекрестках, там очень много людей продает какие-то безделушки. Там грабят тоже. Поэтому надо смотреть. А у нас же очень много еще очень для тех бедных стран, для жителей бедных стран интересных вещей, техники. У нас же с собой мы возим, например, ну сама машина, начнем с этого. Потому что машины у нас большие. Мы берем всегда джип, мы берем всегда внедорожник. Уже сама машина по себе имеет ценность. Потом у нас же с собой генераторы. Мы же ловим ночью насекомых на свет. А это значит, что нам нужен источник света. То есть есть у нас инверторы, когда мы используем, значит, аккумулятор самой машины. И есть генераторы, которые мы используем специально для лова. То есть у нас
нас, естественно, еда, у нас, естественно, одежда и для тепла, и для холода. То есть, ну, поживиться есть чем, скажем так. Поэтому мы в города заезжаем только потому, что самолет прилетает в большой город обычно. Там мы берем машину, там мы закупаем продукты или докупаем то из технического оборудования, чего нам не достает. Например, ну, часто вот в центральноазиатских республиках мы покупаем генераторы прямо там на рынке, потому что возить их очень тяжело и опасно. Опять же, чем дальше, тем труднее провозить даже те же генераторы. Разрешается перевозить теперь только новый генератор неиспользованный. Если там уже бензин был в баке, его уже нельзя перевозить. То есть поэтому покупаем новый генератор на месте, провода на месте и так далее. И, соответственно, это у нас всегда в рутине, по приезду, закупка. А потом мы выезжаем уже за город. Ну а за городом там люди другие. Там отношения другие. И там, например, наоборот, даже часто нас приглашают, помогают и предлагают свою помощь. То есть там уже такой опасности нет, как в больших городах. Ну, как и везде в больших городах, там живут и хорошие люди, и иногда не очень хорошие. Поэтому к этому надо быть готовым. И, конечно, мы стараемся во время экспедиции не только заниматься, зацикливаться только на насекомых. То есть мы посещаем, конечно же, и интересующие нас места. Например, ну вот в Америке мы были Гранд Каньон. Мы просто поехали посмотреть, ну что ж такое Гранд Каньон. Area 51 обязательно, ну что ж там за такие инопланетяне. Почему-то мы хотели этих инопланетян посмотреть. Или, например, ты бываешь в Южной Африке или в Южной Америке, винные, виноградные плантации посещаем. Но это все как бы проезжаем мимо. Так же вот как в Америке. Вот мы проезжали, прилетели в Лос-Анджелес, ну, раз в Лос-Анджелесе, ну, поехали в Голливуд, посмотрели эту знаменитую надпись на горе. Там оказалась обсерваторию, пошли в обсерваторию. Очень интересно. Потом, конечно, Лас-Вегас проезжали. Обязательно зашли в казино, хоть мы не играем, но мы посмотреть должны были. Да, обязательно сделаем ремарку, да, то, что азартные игры – это плохо, ведут к зависимости, и мы ни в коем случае не пропагандируем, только осуждаем. Ну, мои ученики знают, что я даже в карты запрещаю играть, даже на переменах, потому что азартные игры – это не очень хорошо. Хотя, конечно, игры бывают разные. Леша, может быть, ты что-то спросишь? Да, вот я чуть-чуть вернемся назад. Вы рассказали, что часто находите неизвестные виды. А вот этим видам вы можете впоследствии, вот, которые вы нашли, дать свое название, которое вы хотите? Так мы и даем свои названия. То есть, если вид не описан, значит, у тебя поле деятельности для названия этого вида. И понятно, что если тут, допустим, соавторов несколько, то мы договариваемся, кто называет, или по очереди называем, или каждый называет. И таким образом у нас есть, например, даже бабочка из Аргентины, названная именем Андреа Канте. Потому что благодаря тому, что мы могли вообще поехать в Аргентину, это получилось так, что во время вообще учебного года, большое спасибо, Андрей, да, то есть вот назвал именем дочки, например, своей назвал, бабочку из Таджикистана, своих знакомых имена даю. То есть поэтому, в принципе, названия даются исходя из разных как бы позиций. Первое – это по месту нахождения. Второе – по именам тех, чьим именем ты хочешь назвать. И третье, это обычно по внешнему виду. Если у какого-то насекомого или какого-то животного, или растения, которое ты описываешь, есть какие-то особые признаки, ты можешь назвать, используя в названии вот этот признак, особенный для этого описываемого вида. И, конечно, это обычно большие группы, потому что сейчас определение тех же новых видов происходит не только классические на основании, так сказать, визуальных каких-то маркеров, внешний вид, размеры, окраска, но теперь еще и ДНК. То есть анализы ДНК. Мы всегда делаем анализы ДНК близких видов и вот этих новых видов, которые мы предполагаем, что это новые виды. И тогда можно определить, во-первых, это разные виды. И таким образом можно определить даже степень родства. Например, вот я сказал, что бабочка была названа с Таджикистаном именем моей младшей дочери. То есть там был не только вид новый, но еще и род новый. То есть эта бабочка была достаточно далека от других близких видов. И на основании вот этого анализа ДНК можно было даже определить в процентах вот это различие. Это тоже обязательно мы делаем.
Или вот, например, мы ездили в Кению пару лет назад. Значит, там была такая ситуация. Мы забрались на высокую гору в заповеднике в дождевом лесу и отдыхали. И наш проводник местный, значит, предложил нам спуститься. Там находится, значит, недалеко большущий громадный камень. Все устали. Там у меня были два финна, значит, моих товарища, которые девушка и, значит, молодой человек, которые сопровождали, которые тоже были с нами. Они сказали: нет, мы не пойдем. А я пошел с этим проводником, и мы пришли к очень большому камню. То есть камень был размером примерно вот как здание нашей школы. Громадный камень. И под ним, значит, была пещера, где местные жители, когда идет дождь, они там иногда останавливаются и просто проводят время в тепле, зажигают костер. И я там посмотрел на потолке в паутине этой пещеры, там какие-то насекомые, смотрю, комарики. Ну, я собрал этих комариков, я не специалист по комарам, ну, думаю, место экзотическое, интересно. Взял этих комариков, привез в Эстонию, а у меня коллекция находится в Тарту. Я ее передал МАУ Юликоль. Это эстонский университет естественных наук. Кстати, моя коллекция самая большая, частная коллекция, переданная государству. И вот она там Насколько находится. большая? Я не знаю. То есть она постоянно пополняется, потому что я же постоянно привожу материал, и я не для себя, а уже для той коллекции, которая находится в Тарту. Она под моим именем отдельно находится там, но я и туда привожу, и поэтому она постоянно пополняется. Плюс еще старый материал. Очень много же старого материала есть необработанного. То есть он тоже постепенно обрабатывается. Поэтому эта коллекция, она постоянно растет, растет, растет. И заканчивается этими комариками, значит, куратор этой коллекции, специалист как раз по комарикам. Он посмотрел, говорит: слушай, здесь что-то очень интересное. И в конце концов выяснил, что там тоже два новых вида для науки. Вот мы То есть он их изучил? Да, то есть он их со мной вместе описал, и мы дали имена как раз этих двух финнов, с которыми я ездил, которые не пошли под этот камень и, соответственно, не собрали этих комариков. А вот есть ли возможность прийти в МА Юликоль и посмотреть вашу коллекцию? Вот надо заранее договориться с куратором, я думаю, что можно, потому что там есть подвальное помещение, где находятся все коллекции, и там же находится и моя коллекция, и я думаю, что, в принципе, это возможно, если это интересно. Дело в том, что все почему-то думают, что коллекция там какие-то экзотические, тропические, красивые, большущие, с хвостами, бабочки, а в самом деле большинство бабочек, которые мы описываем, это мелкие, потому что все большие уже давно описаны. Хотя вот именем моей дочери названной это как раз макро-бабочка, достаточно большая по размерам, но это как исключение. В основном все-таки это микро, и в основном это мелкие, и поэтому это не очень аттрактивно, так сказать, для постороннего человека. Ну, мусор какой-то или типа моль. Это же моль. Я вот думаю, то, что большинство людей, как и я в том числе, под словом бабочка представляют какую-нибудь, допустим, бабочку павлиний глаз. Вот самую такую известную, красную, красивую. И действительно, я вот смотрел ваши статьи, там, конечно же, прикладываются фотографии, как и положено в научной статье. И они действительно все какие-то белые такие, бежевых тонов, абсолютно, ну, не знаю, оскорбит вас, не оскорбит, невзрачные. То есть, ну, будет летать, ну, обычное насекомое. Поймал и убил. Да. Моль. Но при этом, вот какую ценность несут такие открытия? Расширение классификации большего количества видов? Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, начну издалека. Я очень много ездил в Центральную Азию, как я уже говорил. Вот в Казахстане мы насобирали тоже большую коллекцию, привезли, финны определили, финны посмотрели, мы сделали научные статьи, описали новые виды. И через 10 лет мне один из этих финнов, который тоже участвовал в описании, говорит: слушай, давай-ка мы съездим туда, откуда вы насобирали этих насекомых, посмотрим, что там с ними сегодня. И мы поехали. Поехали, и когда мы приехали туда, мы уже этих биотопов не нашли. Они были съедены овцами. Население растет, кушать всем хочется. И, соответственно, природных мест становится все меньше и меньше, вот таких нетронутых. И когда мы приехали туда, оказалось, что нету этих биотопов. Естественно, мы этих бабочек уже не нашли. То есть мы описали те виды, новые виды, которые, возможно, уже вымерли, и они были бы так и не описаны, и вымерли бы неописанными, и никто бы о их существовании не знал. Во-вторых, очень важный аспект, вот мы говорим много про охрану природы. А ты, когда охраняешь, ты должен знать, что ты охраняешь. И если ты не знаешь, кто живет в том же дождевом лесу, или ты не знаешь, кто живет в этой пустыне, то, соответственно, что ты будешь охранять? То есть, поэтому это изучение еще необходимо для того, чтобы у тебя просто было понимание, какие виды обитают в данной местности. Ну и потом, конечно, это просто как, скажем, интересно просто. Просто мы же ездим не просто так. То есть я удовлетворяю свои пожелания в
посетить новые места, интересные места, но я еще делаю что-то еще. И это тоже имеет значение, описание новых видов, потому что эти новые виды, мы же знаем, что процесс эволюции происходит постоянно. То есть какие-то виды исчезают, какие-то новые виды образуются, и даже старые виды, они тоже преобразуются, потому что процесс эволюции не останавливается, он происходит постоянно. И поэтому описать то, что на данный момент есть в природе, это очень важно. Именно зафиксировать. Это точно так же, как мы живем. Например, мы можем думать о том, что было вчера или что мы планируем на завтра, но живем мы именно сейчас. То же самое и в природе. Мы должны на данный момент зафиксировать положение вещей. А уже дальше, что другие будут делать уже после нас с этими данными, это уже их дело. Хорошо, очень развернутый ответ, спасибо. Давайте опять же вернемся назад, и вы говорили о том, что было много опасных ситуаций, и что это определенно дает какой-то опыт. Какие ситуации были опасные, вызваны человеческой ошибкой, вашей или вашего коллеги? И вторая часть вопроса: какие ситуации вы бы не хотели повторить и заново прожить? Ну, если начиная с последнего вашего вопроса, то понятно, что человек думающий, он делает выводы и постарается не повторять. Часто говорят, что умный учится на чужих ошибках, но, как показывает практика, все-таки обычно учится, если вообще учится, то на собственных ошибках. На чужих ошибках никто не учится, поэтому повторяет. А кто-то наступает на те же самые грабли постоянно. То есть, да, ты должен учиться, и ты должен понимать, что какие-то ситуации, которые, да, как я сказал, мы заранее все-таки пытаемся предугадать и избежать таких опасных ситуаций, но они все равно случаются. Если ты в горах, высота в любом случае. Если ты, например, охотишься за какими-то редкими видами аполлонов, которые летают в скалах высоко, ты должен в любом случае туда залезть, и в любом случае ты будешь подвергаться опасности. Или, например, в горах, вот у меня, например, иногда спрашивают, чего я боюсь, школьники, ученики спрашивают. Я обычно говорю, что я ничего не боюсь, хотя это неправда. Значит, и один ученик у меня спросил, Эрик, привет, Эрик. Значит, а высоты вы боитесь? А он сказал, что я боюсь высоты. И я подумал, а я ведь действительно тоже высоты боюсь. Это же инстинкт самосохранения. И бывали такие ситуации, когда ты в горах чувствуешь в животе холодок от ужаса, что ты сейчас сделаешь неправильный шаг. Например, в Таджикистане и в Афганистане там есть такие скалы, такие тропы, которые проходят там, где, в общем-то, троп уже нет. Они заканчиваются, и там есть голые скалы. И там бывает, например, или делаются дырки в скалах, и туда вставляются бревна, и на эти бревна, значит, какие бревна? То есть там в горах тоже деревьев-то особенно нету, ветки какие-то, и ты должен по этим веткам ходить, например. Или идти, значит, прислонившись к скале, ища руками и ногами выступы, чтобы пройти. А у тебя еще рюкзак за спиной, то есть который тебя тянет вниз. А глубина там 20, 30 или 50 метров, и причем там не батуты какие-то мягкие. То есть да, вот ты тогда чувствуешь опасность, но ты концентрируешься. И, соответственно, этот адреналин, и никто не падал, никто то есть не попадал в больницу. То есть как-то пытаемся, и получается. Да, бывали и раны, бывают и змеи, и скорпионы. Или вот в Киргизии, например, ситуация, которую невозможно предвидеть. Рано утром, значит, мы там, значит, остановились у местного Бабачкалова, ночевали у него, и рано утром у нас самолет летел. И он отвозил нас в аэропорт. Он был за рулем, и так как это было очень рано, то есть он фактически заснул за рулем. А я сижу рядом с водителем, и я вижу, у него машина на встречную полосу постоянно тянет. Но я слежу, я его там тоже периодически, Вася, просыпайся. И вижу, едет навстречу машина, и наша машина начинает заваливаться влево, и мы проехали рядом с этой машиной так, что у нас боковое стекло оторвало. И я только благодаря тому, что я взял руль, то есть я этим рулем, сидя рядом, немножко отвел машину в сторону, иначе было бы лобовое столкновение. Например, вот такая ситуация. Но это невозможно предвидеть, такие ситуации. Но и таких ситуаций бывает, да, довольно много. А вот у вас, вы сказали то, что все-таки у вас есть страх, а вот страх смерти, он появляется с возрастом, проходит с возрастом? Вы понимаете, что вы уже прожили достаточно, допустим, уже не так жалко умирать? Ну, может быть, у меня какие-то такие очень циничные вопросы, но все-таки... Очень правильные вопросы. Ну, во-первых, я знаю, нашим ученикам очень понравится. Мне 6-7. То есть, да, я прожил действительно довольно уже длительную жизнь. Я помню, в детстве я боялся смерти, сейчас я не боюсь смерти. Во-первых,
во-первых, у меня очень много знакомых и друзей умерло, которые были и младше меня, и старше меня. По разным обстоятельствам, но это во-первых. Во-вторых, ну понятно, что мы все смертные, поэтому тут бойся, не бойся, как бы толку от этого никакого. И поэтому я для себя поставил уже в детстве задачу увидеть как можно больше за свою жизнь. И я, собственно, иду по этому пути и сегодня. То есть я и работал в разных областях, и занимался разными, совершенно разными вещами в жизни. И все это тоже та копилка твоего опыта. И как говорил один мой знакомый, деньги ты с собой в могилу не унесешь, а вот впечатления свои ты как раз возьмешь с собой. Вот эти мои впечатления, они или вот здесь, или они со мной вместе. И, естественно, как мы уже говорили о том, что вот описание новых видов, зачем это надо. То есть это все как бы в ту копилку, чтобы ты мог, оглянувшись назад, сказать себе, ну, жизнь я, наверное, прожил не зря. Как-то так. Ну хорошо, допустим, вы не боитесь умереть, а вот вы переживаете за своих родных и близких, то они останутся без вас. Конечно, и они или без меня, или я без них. Я и близких терял, конечно, потому что, понятно, и мама, и папа уже давно умерли, не говоря о дедушке и бабушках. Поэтому я хочу, чтобы мои дети были счастливы, и чтобы у них все было хорошо. А у меня этих детей, кроме моих собственных, теперь вон в школе полно этих учеников. Некоторые меня даже папой называют, то есть школьники, то есть поэтому, конечно, ты стараешься и передать, во-первых, свой опыт и своим детям, и вот ученикам, не только знания по биологии, но и жизненный опыт. То есть мы иногда на уроках говорим и о каких-то жизненных вещах, не только весь мир сошелся на биологии. Вот вы затронули тему своих уроков, и действительно, я как ваш бывший ученик, действительно очень благодарен вам за то, что вы действительно даете очень прикладные знания. То есть если вы видите то, что ученикам интересно вот в моменте какая-то тема, потому что вот она прям какая-то прикладная, то вы готовы отойти от темы урока и поговорить о том, что, видя интерес ученика. И я действительно очень много чего запомнил, вот потому что из обычного человеческого любопытства. И я, когда учился, я все время мотивировал себя такой мыслью: вот если я попаду в экстренную ситуацию, то, может быть, вот эти знания спасут мне жизнь. Вот давайте замотивируем наших учеников по такому же принципу, какие знания с уроков биологии могут спасти жизнь человеку, оказавшись без интернета в какой-нибудь глуши, в любом биоме на ваш выбор. Ситуаций полно, и, конечно, мы же с вами люди, и мы же с вами биологические объекты. Это значит, мы объекты изучения биологии. И если мы изучаем биологию, особенно, вот, например, в 9 или в гимназических классах, анатомию, физиологию человека, то, соответственно, мы изучаем сами себя. И понятно, что там мы проходим много моментов и здорового образа жизни, и тех необходимых веществ, которые нам необходимы для того, чтобы строить наш организм, и чтобы наш организм был здоровым, чтобы он реагировал и на заболевания, и на какие-то... То есть, чтобы у нас и сила была в мышцах, и чтобы мы могли трезво мыслить. Я очень много читаю. Я постоянно читаю, я каждый день читаю новые статьи. То есть я просматриваю сводку новых вышедших статей научных, выбираю то, что мне интересно. И, соответственно, когда я готовлюсь к урокам, у меня, конечно, есть определенные уже заготовки, есть презентации по определенным темам, но их постоянно дополняю. Дополняю вот новыми знаниями, подчеркнутыми именно современных научных статей, потому что наука и биология в том числе тоже постоянно меняется. И, конечно, очень много вот таких практических моментов. Вот даже на уроке. Случались ситуации, когда дети просто теряют сознание по каким-то своим причинам. И опять же, дети видят, как ты или ты паникуешь, или ты наоборот быстро реагируешь. Открыли окна, доступ свежего воздуха. Нашатырный спирт быстренько так. Нашли подушки, подложили, потому что человек лежит на полу. То есть эти ситуации, они даже не столько как бы мы прорабатываем, ну как бы специально, они случаются. Какие-то экстремальные случаются ситуации в школе, безусловно, постоянно. Кто-то кого-то булит, кто-то там дерется, кто-то еще что-то. То есть это тоже уроки жизни, тоже, что можно делать, что нельзя, где граница, где ты можешь повредить, навредить другому человеку. Потому что человек достаточно, как и любое живое существо, хрупкое создание. И лишить его жизни очень легко. Поэтому всегда надо думать. Об этом мы тоже говорим, конечно. Ну хорошо, давайте вот возьмем конкретную ситуацию, то, что может произойти со многими из нас. Мы потерялись в нашем среднестатистическом эстонском лесу. Допустим, летом и, допустим, зимой. Вот летом все ли ягоды можно есть в лесу? Нет, конечно. Во-первых, если мы идем в лес, я всегда своих детей или с теми детьми, с которыми я ходил в лес, потому что я ходил и с чужими детьми в лес, когда меня просили об этом, первым делом я всегда их учу, когда мы заходим в лес, мы должны определиться, где вы заходите, где находится солнце, с какой стороны, где находится шум
шумы дороги, например, или железной дороги, или автомобильной дороги. Потом мы должны, если мы видим, что солнце у нас где-то там, и мы идем примерно в ту сторону, мы должны учесть. Если мы, например, находимся в лесу 6 часов, то солнце, соответственно, за эти 6 часов сдвинется, то есть мы должны это учесть. То есть такие моменты мы должны, конечно, учитывать. Но в Эстонии, конечно, трудно найти место, где бы мы не услышали шума или машин, или шума железной дороги. Ориентируйтесь на это. Какие-то тропы, хутора. То есть это то, что такое прикладное. А то, что выжить, например, питание, есть и грибы, которые можно есть в сыром виде. Есть побеги, например, той же ели. Свежие можно тоже погрызть, если тебе вообще есть нечего. Ягоды, естественно, ты должен знать, какие ягоды. Мой папа, хотя он был и моряк, но когда он появлялся на берегу, и это было лето или осень, он всегда брал корзину и шел в лес. И я ходил с ним, и он меня всегда тоже учил. Значит, как в лесу не заблудиться. И какие грибы, и какие ягоды можно брать, какие нельзя брать. То есть, если ты этого не знаешь, то, безусловно, ты можешь отравиться. Потому что у нас в Эстонии есть и смертельно ядовитые те же грибы, есть, может быть, не смертельно, но очень ядовитые и ягоды. И, соответственно, если ты совсем не в курсе, ну, тогда тебе тяжело. Даже летом, например, если ты остался на ночь, то есть ты должен найти место, где, во-первых, как развести костер, во-вторых, значит, где переночевать. Все это, в принципе, я даже занимался такими курсами тоже по выживанию. И сам проходил, и сам преподавал. То есть это все, в принципе, можно всему этому научиться. Но если ты попал с города, вот так, с бухты-барахты, приехал и заблудился, тогда тебе будет очень тяжело. Но тогда надо выходить на людей. Ну вот смотрите, так как я такой небольшой параноик в этом смысле, я все время, например, это все начинается с каких-то базовых привычек. У меня всегда в машине лежит коробок спичек, Правильно. там и рулон туалетной Молодец, бумаги. молодец. Вот неважно где, вот банально, одна спичка, да, и черкаш, это уже просто, жизнь становится гораздо проще. Вот. Или какая-нибудь там дополнительная куртка, потому что если, например, там машина сломается зимой, или там ящик инструментов, чтобы машину починить на дороге, просто даже банально поменять колесо. То есть я все время стараюсь уменьшить шанс вот этого всего. Ну вот смотрите, такой важный вопрос. Сколько, в принципе, человек может выжить без еды? Ну, понятно, есть там 3 недели, вот прям экстренная ситуация. Но вот наш обычно неподготовленный человек, который питается 3 раза в день, 4 раза в день, вот он уйдет в лес и останется без еды. Вот вы сказали собирать грибы. Но вот у грибов, поправьте, если я ошибаюсь, вот этот хитиновый слой, он мешает перевариванию, получению калорий. Но плохо переваривается. Да, и то есть получается там пищевая ценность грибов калорийная, она очень низкая. Есть ли вообще целесообразность тратить силы, так еще и рисковать на гриб, который может быть ядовитым, если мы с него там получим там 50 калорий? Эти 50 калорий могут спасти тебе жизнь. То есть понятно, что ты должен знать, во-первых, какие грибы ты собираешь. И понятно, что грибы действительно тяжелая пища для организма, слабо усваиваемая. И таким образом, значит, мы говорим все-таки об экстремальных ситуациях. И то, что ты сказал, что у тебя с собой всегда спички, это совершенно правильно. Я тоже хожу в лес, у меня в куртке, в целлофановом пакетике, во-первых, и зажигалка, и чисто механически получить искру, и спички. Хорошо, если у тебя есть конфетка или шоколадка. У меня есть товарищ, который заблудился, и несколько дней он питался только 2-3 конфетками, которые у него были в кармане, которые тоже ему очень сильно помогли, потому что каждая эта конфетка или каждый этот грибок, он может дать тебе как раз тех сил, которые тебе не хватит на последние 50 метров, например, чтобы добраться до жилья или еще до чего-то. Поэтому этим нельзя пренебрегать ни в коем случае. И, конечно, вот эти правила безопасности, ты должен в машине, тем более ты едешь на машине в лес, в машине обязательно должна быть и теплая одежда, и инструментарий, и нож, и какие-то продукты, может быть, такие длительного пользования, какие-то там, не знаю, сухарики, мясо сушеное, там, не знаю, в пакетах вакуумных. Это все может быть, и даже не может быть, а должно быть обязательно. Вы знаете, я слышал такой лайфхак. Возьмите с собой в поход, значит, собачью еду, потому что по европейским стандартам она специально сделана таким образом, чтобы она не была вредна для человека. Он может ее съесть. И прикол в том, что если вы возьмете какие-нибудь там биф-джорки, какое-нибудь сушеное мясо, то вы его съедите, когда вы не голодный. А вот собачью еду вы точно съедите тогда, когда вам прям экстренно необходима будет еда. То есть вы таким образом делаете запас, который не съест ваш знакомый, который там не может на рационы побить те запасы, которые имеются. Хорошо. А вот, допустим, я потерялся в лесу, я вообще
допустил все ошибки, которые можно, вот что лучше? Рисковать и собирать ягоды, еду, которую я не знаю, которая может быть ядовита, или просто переголодать вот это все? Если ты вообще не ориентируешься, тогда лучше, конечно, не брать. И выходить надо на открытую местность. Если у тебя есть какая-то яркая одежда, вот как у меня, значит, сделать так, чтобы было это... Привет, 12 А. Чтобы это было видно, яркая одежда, потому что если ты заблудился, скорее всего, твои родные дадут знать спасательной службе, и не исключено, что тебя или дронами, или вертолетом будут искать. И для этого ты должен сверху, чтобы тебя было видно. Поэтому надо выходить на какие-то открытые пространства. Если это летом, то что-то яркое, чтобы было видно. Если это зимой, ну, ты так темный на белом снегу, тогда где-то в поле, например, выйти. Но в поле холодно, там всегда холоднее. Поэтому, если ты слышишь приближение, например, звук вертолета, тогда надо выйти на это открытое пространство. А в принципе, конечно, зимой лучше находиться в лесу. Там, во-первых, теплее, там ветра меньше. Там всегда можно найти материал, из которого построить тот же шалаш или какое-то убежище для того, чтобы или переночевать, или просто пересидеть, допустим, ветер, пургу и так далее. Ну вот человеческое тело примерно выделяет 100 ватт тепла в час. Если мы с вами сделаем какой-нибудь самый прям минимальный базовый шалаш, накроем его еловыми ветками, сядем там и будем отапливать его своим теплом, это ведь уже будет лучше, чем это ничего. очень хорошо. Если есть снег, делайте нору. Проверял. Очень быстро становится тепло. Именно благодаря твоему дыханию. Совершенно правильно. И мы же одежду-то тоже носим для того, чтобы нам было тепло. А то, что мы делаем шалаш, ветки, это тоже та же самая одежда, которая не позволяет холодному воздуху поступать к нашему телу и защищает таким образом нас. И таким образом мы теряем меньше калорий, и тем больше мы можем прожить, не питаясь. Но зимой, конечно, найти воду проще. Снег, как говорил мой папа, не собирайте только желтый снег. Летом там немножко сложнее, потому что и пруды, и озерца могут быть проточной водой. Но если это вопрос уже выживания, ничего страшного, если там подхватите даже каких-то глистов или еще каких-то паразитов, от них можно потом в дальнейшем избавиться, но вы, по крайней мере, получили воду. Если у вас есть все-таки возможность сделать костер, обязательно сделайте костер. И на ночь хорошо делать костер для того, чтобы тебя было видно, если тебя ищут, и, конечно, это тепло. И это дает тебе уверенность. Хотя, в самом деле, огонь, когда горит, костер, ты не видишь то, что находится вокруг. Если ты сидишь в темноте, ты видишь намного дальше и больше вокруг себя. Но, с другой стороны, человек чисто комфортнее себя чувствует и в тепле, и у огня, и ты немножко себя успокаиваешь тем, что животные, наверное, все-таки огонь тоже боятся, и поэтому не будут подходить. А вообще, если вы встретили даже вот дикого зверя в лесу, того же медведя или волка, тоже просто надо, сколько это возможно, спокойно, не убегать, потому что инстинкт хищника – это догонять убегающую жертву. Да вот у меня даже вот собака, я когда начинаю что-то делать, игрушку тянуть, она сразу же начинает за ней. Конечно. И то же самое у всех этих диких животных, поэтому ты должен, наоборот, сделать себя больше. Вот даже у нас в кабинете биологии у нас есть насекомые, которые, если ты их берешь в руки, они сразу же встают на лапы и показывают, какой он большой. Я большой. И то же самое в лесу. Медведь. Сделай так и скажи: здравствуй, медведь. И медведь испугается. Проверено. Он будет убегать. Потому что если ты спокойно, если ты показываешь, какой ты большой, он просто испугается и уходит. А если ты будешь сам убегать или будешь кричать: так, не добыча ли, что-то вкусненькое. Как-то так. Ну, то есть это получается такой fake it till you make it. То есть нужно притворяться, пока другие или ты сам в это не поверишь. То есть для меня самого действительно было большим открытием то, что абсолютное большинство хищников в нашем ареале эстонском, что они на самом деле тоже боятся человека больше, чем мы боимся Конечно. их. Те же самые волки. Конечно. Что они тоже не будут идти к человеку без крайней нужды там, или жесткого голода. Но вот вопрос: много ты видел в своей жизни волков? Нет, не видел. Потому что они нас видят, а мы их не видим. Потому что они стоят и просто смотрят, что мы делаем дальше. И, соответственно, они не идут за нами охотиться. А если бы мы побежали или напугали их каким-то образом, то тогда бы именно в приступе защиты, самозащиты, они могут и напасть. Я с медведями не раз встречался. То есть самый хороший способ, да, сказать медведю здравствуй и показать, какой ты большой. Ну вот действительно, надеюсь, теперь, может быть, не дай бог, знаете, как обычно говорят, надеемся, вам эти знания никогда не пригодятся, но если пригодятся, то они будут вам очень полезны. Хорошо, давайте тогда блиц. Топ-3 ваших любимых фильма. Ну, как я сказал, я вот буквально посмотрел «Интерстеллар», посмотрел «Оппенгеймера», как вы уже поняли, это все Нолан. Нолан.
А с Ноланом еще связано то, что он приезжал в Таллин. Да. Он здесь снимал. И получилось так, что я целый день провел в компании на съемочной площадке с Ноланом и его супругой Эммой, которые являются и режиссерами, и сценаристами, и продюсерами своих фильмов. То есть где-то в массовке «Довода» даже я где-то там засветился. То есть провел целый день, снимаясь в голливудском фильме у целого оскароносного, значит, режиссера. То есть для меня Нолан, во-первых, начался-то он с «Интерстеллара», конечно. Я этот фильм пересматривал много раз, вот буквально на днях опять пересмотрел. То есть фильм, который каждый раз ты видишь что-то новое, находишь какие-то новые моменты. И то, что там, конечно, это научная фантастика. Блиц, извините, я что-то... Да ничего страшного. Значит, ну, много таких приключенческих фильмов, которые, вот я уже упомянул Лоренса Аравийского, «Леон», например. Ну, 3 уже назвал, все, достаточно. Хорошо, тогда 3 страны, которые... Запомнились. Ваши любимые, да, запомнились. Намибия, Чили, США. Объясните, пожалуйста. Намибия, потому что это совершенно особая страна, это же бывшая немецкая колония. И там говорят практически все на немецком языке. А вот даже есть вот вроде бы диалект африканц, это вот Африканс, да, это говорят в южной части Африки во многих странах. Но это другое. Это там голландско-английская такая мешанина, а это немецкий. Именно потому, что и сначала была колония, потом протекторатом Германии, Намибия. И Намибия просто она меньше посещаема туристами, и поэтому она еще интересна. И, конечно, там и эти пустыни были очень интересны. У нас там мы были и на алмаза, значит, рудных, даже не то, что там месторождениях, а алмазы, точно так же, как и золото, они же в виде самородков. А вода, река, их уносит. И таким образом вот те же алмазы, например, в Южной Африке и в Намибии добываются на дне Атлантического океана. Там, где река выносит их в море. И вот мы были в таких регионах и встречались с такими людьми, которые сами были дайверами, которые сами, значит, с этими алмазами ныряли. Очень интересно. Чили, Аргентина, горы, Анды. Аконкагуа, самая высокая вершина Америки. Вот она у тебя перед носом. Ну, и здесь, конечно, там. Океан Тихий. Очень большая протяженность побережья Чили. Там же есть почти до самого экватора доходят даже пингвины. Потому что северные холодные течения из Антарктики по западному побережью Южной Америки, Африки и Австралии идут вверх до экватора. И пингвины тоже, значит, и, соответственно, и рыбы, и те обитатели, которые там обитают. То есть это уже тоже делает особо экзотическое. Ну, а Америка просто, потому что мы были в таких регионах, которые очень интересны. Долина смерти, например. Это же самая, во-первых, низкая территория Америки, 46 метров. Там самая высокая... Под уровнем моря? Да, там самая, в долине смерти зафиксирована самая высокая температура в южном полушарии, 57 градусов тепла в тени. Когда мы там были, там было 42 всего. То есть, соответственно, это все тоже, конечно, запоминается. И 3 книги. 3 книги. Вы сказали, вы читать любите. Читать люблю, да. Но, опять же, сегодня день приветов. Привет Кире и Егору. Значит, «Повелитель мух». Много раз перечитывал, вот осенью перечитал, а они делают исследовательскую работу как раз. Затем из книг. Кстати, Марко Поло, путешественник, он написал свои дневники о своих путешествиях. Это довольно, ну скажем, довольно интересное, но немножко скучное такое описание. А есть такой американский писатель Дженнингс, он сделал на основе книги Марко Поло, его путешествий, как бы нанизал туда, как бы на скелет, надел мышцы, надел мясо. И те встречи, которые не описаны в этой книге Марко Поло, те какие-то приключения, которые там не описаны, он это все сам додумал, но делая это все на скелете вот этого самого описания дневников Марко Поло. Очень интересно тоже чтиво. Во-первых, очень хорошо написано. И когда ты читал сначала и Марко Поло, а потом читаешь вот то, что сделали с его этими дневниками, тоже очень-очень как бы... Ну и, конечно, остальное это вот все научное. И давайте тогда последний вопрос. Ваши 3 любимые научных факта. Эволюция, законы термодинамики и мироздание. В каком плане? Мироздание. Мироздание все. И Вселенная,
и большой взрыв, и черные дыры, то есть все, что связано с астрономией. Может быть, что-то мы у вас не спросили, но вы бы хотели бы донести до наших зрителей. Просто всем передаю привет и до следующего раза. То есть вы намекаете на то, что обязательно сделаем вторую Вторая часть. часть. Нет, я на это не намекаю, Нет, наши зрители, конечно же, тоже этого хотят, поэтому давайте. но я даже предлагаю, может быть, сделать даже выездную, допустим, такую передачу, например, в классе, чтобы можно было показать тех же самых насекомых, показать те же самые там какие-то учебные пособия. Вот это было бы, может быть, интересно. Не Да, просто сидеть здесь и рассказывать. Хорошо, мы люди слова, поэтому давайте 200 лайков. Я знаю, что все могут это сделать, тем более у вас полно учеников, у меня полно учеников, вас все знают, вас все любят, поэтому 200 лайков, и мы сделаем спецвыпуск, где мы приходим к вам в гости, в ваш кабинет, и снимаем, и рассказываем про это все. Договорились. Поэтому спасибо вам большое. Мы желаем вам хорошего начала учебного года в этом календарном году. Желаем вам успехов в учебе, всего самого наилучшего. Предлагайте следующих гостей в комментариях, пишите, задавайте свои вопросы, оставляйте фидбэк, обратную связь и конструктивную критику. Все читается, все принимается. Поэтому всем спасибо. Давайте махаем. До свидания. До свидания. Спасибо.